Благослови душе
посети виноград сей, и утверди, его же насади, десница Твоя. Святый Боже, целование моею рукою
ставите умо, препоясани чресла ваша истинною, ябошеся во броня правды, ябоше возле уготование благовествования мира над всеми же восприемше щит верный, в нем же возможите вся стрелы лукавая рожденные угасите и жарем спасения воспримите и меч духовный, и же есть и Духа и Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Уста праведного поучатся премудрости, и язык его возглаголет Спасибо.
привержен море, еже да соблазнит от малых сих единого. Внемлите себе, аще согрешит к тебе брат твой, запрети ему, и аще покается, остави ему, и аще седмище на день согрешит к тебе, седмище на день обратится глаголем, каюся, остави ему. Рече Господь своим учеником, «Исте свет мира, не может град укрытися вверху горы стоя, ниже вжигает светильника и поставляют его под сходом, но на свечнице светится, и же в храме не суть, якуда просветится свет ваш пред человеки, якуда видят ваши добрые дела, и прославят Отца вашего, иже на небесах. Да не мните, яко предох разорите закон или пророки, не предох разорите, но исполните. Аминь, по глаголю вам, доднише предет небо и земля, и одна единая или единая черта, не предет от закона, додниже ся будут, и же аще разорит едину заповеди сих малых, и научит, как о человеке мне наречется Царствие Небеснем, а иже сотворит и научит, все вели наречется Царствие Небеснем.
Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкие Сергиевы лавры священного архимандрита, и Господина Преосвященнейшего Стефана, епископа Канашского и Беловожского, и Господина нашего Преосвященнейшего Феодора, епископа Алатовского и Полесского, и Господина Преосвященнейшего Паисия, епископа Иранского и Луцкого. Да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господина Высокопреосвященнейшего Савватия, митрополита Чебоксарского и Чувашского, свято-троицкие обители священного архимандрита, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и монашеский чин, братья и святые обители сия, вас, всех православных христиан, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Господа, достойно и праведно Тя Тя благословите, Тя хвалите, Тя благодарите, Тебе поклоняйтесь на всяком месте владычества Твоего, Ты выси Бог, и Моисея, и не народы Твой Сын, Твой Святый, я не дьявол, тебя надоелось, и не отступился всякую. Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Савватия, митрополита Чебоксарского и Чувашского, и Господина Преосвященнейшего Стефана, епископа Канашского и Беловожского, и Господина нашего Преосвященнейшего Феодора, епископа Алатырского и Полесского, и Господина Преосвященнейшего Паисия, епископа Яранского и Лузского, приносящие святые дары сия, Господи,
святейших патриархов Московскими всея Руси, о преосвященных митрополите, архиепископе и епископе, о всем священничестве и иночестем чине, о богохраниме стране нашей власти и воинствия, о мире всего мира, о благостоянии святой Божьей Церкви, о спасении и помощи с отчаянием и страхом Божиим, труждающихся и слушающих, о исцелении немощих лежащих, о успении, о славе, глашении памяти и оставлении грехов, всех прежде почивших православных, о спасении людей, предстоящих, и о их же книжном помышлении и Иисуса Христа со всеми вами. Мир всем! Главы ваши, Господи, преклоните. Страх Господню научу вас, то есть человек.
от молодости, уклонись от зла и сотвори благо. Сыщи мира и пожени, очи Господи направленные, и души его молитвы, лице же Господне натворящие злая, еже потребите от земной памяти, вот ваша праведник Господь услышали, и от всех скорбей избави, близ Господь сокрушенным сердцем, и смиренные духом спасет, но и скорби праведный, и от всех их избавит я, Господь, храни Господь вся кости, ни от них сокрушится, смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат, избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Будущий святитель родился в священнической семье, в духовном сословии, и отроком поступил в духовное училище, а потом в духовную семинарию. Обучался у стоп, можно сказать, преподобного Сергия в духовной семинарии Троицы Сергиевой Лавры. И вот еще в семинарии было замечено удивительный дар будущего святителя, дар слова. И он был назначен проповедником. Каждый раз, готовясь к проповеди, он изучает жития святых, он собирает поучения, эти духовные крупицы, для того, чтобы потом передать слушателям, передать молящимся в храме. И вот первое послушание, на которое его возводят или ставят в семинарии, это больничное служение. Невозможно полюбить Бога, если ты не любишь ближнего своего. Так поучал себя будущий святитель Филарет. В каждом больном он учился видеть человека Божьего, в каждом этом человеке он учился видеть образ Божий, отражение своего Создателя. В
то время один известнейший проповедник того времени, митрополит Платон Левшин, заметил духовный дар будущего светильника и приблизил его к себе, и впоследствии, будучи и инспектором духовной семинарии, и ректором, он продолжал проповедовать. И когда у митрополита Платона спрашивали о Филарете, да, он всегда говорил, что я говорю по-человечески, а это был известнейший тогда проповедник, а вот, говорит, Филарет, он говорит ангельски. И вот святитель Филарет старался всегда на каждой службе обязательно говорить слово. Вот. Не забывал он и милостыню, не забывал он и милосердие. Не случайно в монашестве он получил постриг или получил имя в честь Филарета Милостивого. И вот, взойдя на архиерейскую кафедру, он старается заботиться о своей епархии. Он старательно объезжает села, в каждом из них служит и назидает. Известен случай, когда однажды они с ямщиком проезжали в санях мимо какого-то села, и святитель спросил, а как называется это село? На что ямщик просто сказал, село называется Нехорошее. Ну, такое вот название. И вот тут святитель, вспоминая библейскую историю о том, как Авраам ходатайствовал перед ангелами о Содоме, в котором жил его племянник Лот, сказал, ну что ж, может быть и в этом селе есть хоть один праведник. Хотя этим, как он сам вспоминал, немножко поучить ямщика, может быть, рассказать ему. Вот, но ямщик в простоте ответил, что владыка, если бы не было в этом селе хоть одного праведника, неужто Господь бы его неужто Господь бы потерпел его? Да? То же самое показывает, что он знает эту историю, что он знает Священное Писание, на что святитель потом вспоминал, что вот я хотел поучить ямщика, а на самом деле он меня поучил. Известен труд самый большой святителя – это перевод Библии на русский язык. Очень много трудов он понес, составляя комиссии, сам трудясь, для того, чтобы простой народ мог читать на доступном, на простом языке Священное Писание. Даже святитель Филарет первый, кто в Москве тогда начал произносить проповеди на русском языке. За что он, конечно, потерпел потом и гонения, и этого Господь его не лишил. И даже обер-прокурор Священного Синода в то время устроил на его гонение, его исключили из состава Синода, не разрешали ему приходить на совещание, хотя сами потом после совещания относили ему документы, и даже сам обер-прокурор приходил к нему, чтобы посоветоваться. Известна скромность святителя Филарета. Вот он всегда выходил на проповедь, не просто произнося, да, вот как я сейчас, а он всегда их читал по бумажке. То есть для себя записывал. И однажды к нему подошел один священник протоиерей, сказал: владыка, вы же вот такой вот проповедник столько лет, почему вы не говорите просто так от себя, зачем вот читаете по бумажке? На что святитель, нисколько не смущаясь, сказал: не дерзаю, показывая тем свою скромность, что не просто так он это говорит, а каждой клеточкой своего тела, своей души он впитал те слова, о которых он говорит. Не забывал святитель заботу о духовных семинариях, объезжая их и беседуя с семинаристами. Очень известен такой случай, когда в беседе вот так вот один семинарист, желая показать свое знание Священного Писания, на какое-то замечание ответил владыке: владыка, ну простите, дух бодр, плоть же немощна, тем самым как бы цитируя Священное Писание. Что владыка ему сказал? А может наоборот, плоть бодра, а дух немощен. На что тот осекся и понял, что владыка не просто кидается цитатами Священного Писания, а понимает глубочайший смысл духовного подвига. Святитель Филарет представился в 1867 году. Господь
предсказал ему, что вот в этот день, 19 ноября по старому стилю или 2 декабря по новому стилю, он отойдет ко Господу. Но не в тот же день, да, а за некоторое время. И вот каждый месяц 19 числа святитель обязательно служил, причащался, проповедовал. Так и в тот день, далекий 1867 года, он служил литургию, он произнес свою проповедь, принял людей. Вот, а потом вместо завтрака пошел умыться, переодеться. И вот с того времени келейник долго ждал, и когда святитель долго не приходил, зайдя, он увидел его стоявшего на коленях, молившегося вот так вот, но душа его уже отошла ко Господу. И вот для нас, для всех это удивительный пример веры, служения Господу, вот, и любви к Слову Божьему. Вот, мы тоже должны поминать, совершать память угодников Божьих не просто чтением, да, не просто разговорами, а делами, творящимися, делами милостыни, да. Кто-то сегодня поисповедался, кто-то причастился. Вот. Всех вас с праздником сегодня, храни Господь, Божья Матерь. земли нашей похвало и граду в Москве украшение. Ты житием и служением Твоим, трем вселенским святителям, был и всеподобник. Василию Великому, якобы бытие сущих изъяснилось, Церкви Божией, тайн Христовых строитель добрый явился Иси, и иноческих уставов был ревностный исполнитель и покровитель. Григорию Богослову, яко небо таинственных созерцаний о Святей Троице и о Бозе Слове сподобился Иси,
и сих искусный провозвестник явился Иисей. И Иоанну Златоустому, яко неустанный проповедник и учитель покаяния народа был сей. И ныне вкупе с ними, предстоя во славе престолу Божию, и ходатайствуя о нас, моли Церкви Российской на камени исповедания православной веры, утверждений бытия в стране нашей мир и единение дарователь. Пастырем слово божественной истины право правите, град Москву и пастырь твою от всяких напастей сохраните. Призри с небесе святителю даны, чадо Твоя и даруй нам, теплым Твоим ходатайством, ко Господу, в заповедях Его преспевайте веру тверду, любовь нелицемерну и благочестие до последнего часа смертного сохраните, да непостыдно предстанем Спасителю нашему Господу и Иисусу Христу, Ему же со Отцем и Святым Духом подобает слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Благословение Господне на вас, только благодатью и человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Воскреси Христос, истинный Бог, наш молитвами пречистые Своей Матери, святых славных и всех вальных апостолов, силою честака и животворящего Христа, святого пророка Авдия, и мученика Варлаама, святителя Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, и живого святых отца нашего Николая, архиепископа, мирного епископа, чудотворца, преподобного Варлаама, и отца царей Сидийских, и отца его Авинира, царя и святителя Филарета, митрополита Московского, и же с ними, и же память совершаем ныне святых праведных Богоотец, Иакима и Анны, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбие. Великому Господину и Отцу нашему Кириллу, святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, и Свято-Троицкой Сербии Лавры, священному архимандриту, с
богоспасаемого всероссийскую паствою, и господину нашему высокопреосвященнейшему Саватию, митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому, и господину преосвященнейшему Стефану, епископу Канарскому и Беловожскому, и господину нашему преосвященнейшему Феодору, епископу Алатерскому и Порецкому, и господину преосвященнейшему Паисию, епископу Яранскому и Ловскому. Отдашь, Господи, благоденственное и мирное житие, здравие и спасение во все благое поспешение, и сохрани их на многое лето. Властям, воинству и народу ее многое святые обители сия, всем зде предстоящим и молящимся, и во всем православным христианам Высокопреосвященство, дорогой владыка, сердечно приветствую вас на Ладожской земле. И, конечно, очень отрадно, что вы возглавили торжества, которые посвящены были и десятилетию образования епархии, десятилетию Хератонии. И слава Богу, что Господь так устроил, управил таким образом, что вам удалось все-таки возглавить это торжественное богослужение. Вы видите, сколько собралось священников, сколько людей, которые действительно получили здесь и окормление, кто-то получил такое дыхание жизни именно здесь. И, конечно, особенно отрадно потому, что и вы были первым алаторским епископом после восстановления здесь викариатства. Вы были первым епископом, и в этом тоже есть преемственность. Владыка Стефан был потом после вас епископом алаторским. Ну и в конце концов, когда образовалась кафедра, Господь судил мне здесь возглавлять кафедру, стать управляющим епархией. Но даже еще и не в этом есть преемственность, потому что сейчас я живу в той келье, где ваш отец, патриарх Геннадий, ночевал всегда. И даже кровать стоит на том же месте, так что даже вот в этом есть такое преемство. Поэтому, конечно, очень отрадно, что именно вы возглавили это богослужение. И хотелось бы вас поблагодарить, потому что действительно могут все подтвердить, что богослужение прошло на одном дыхании. Какая была легкость в службе, и радость верия наполняла сердце каждого молящегося в этом храме. Знак нашей любви примите божественную просфору о вашем здравии и образ Спасителя Рукотворный, который освящен на образе том, который был оставлен здесь Иоанном Грозным. Так что этот образ современный, но совершенно на старинном образе. Дай Бог вам, чтобы действительно была такая же крепость в вере, как
и у всех ваших предшественников, чтобы была чистота такая, как у вашего отца, протоиерея Геннадия, которому мы все все время исповедовались, получали у него духовные советы, наставления. И дай Бог, чтобы Господь вас укреплял на всех ваших жизненных путях и вашем служении в сане митрополита Чебоксарского. Спасибо, Господи. Ваше Преосвященство, досточтимый и Преосвященнейший Владыка и епископ Феодор, Ваше Преосвященство, досточтимый Владыка и епископ Стефан, Владыка и епископ Паисий, Ваше Высокопреподобие, преподобие, досточтимые отцы, братья, матушка игуменья, сестры, братья и сестры, я вас всех поздравляю с празднованием памяти святителя Филарета, митрополита Московского, Дроздова. И, конечно же, хочу поблагодарить вас, дорогой владыка Феодор, за ваши теплые слова, приветствия, сказанные в мой адрес. Латарская земля, она древняя земля, древняя, и православие традиционно, здесь традиционное, оно крепкое, хоть и попытались в свое время выхолостить православие, попытались сделать так, чтобы о церкви все забыли, о Боге все забыли, но если Господь созидает, то всякий, кто стоит у Него на пути, напрасно трудится, напрасно сопротивляется, потому что его сопротивление тщетное. Да, владыка, 10 лет прошло со дня вашей хератонии, в сегодняшний день Господь сподобил вас стать епископом Алатырским и Порецким. И, конечно же, как вы сказали, не бывает случайных совпадений. В день празднования святителя Филарета Дроздова, московского митрополита, вы стали епископом, и это действительно, я думаю, что промыслитель. Вот мы в сегодняшней тропаре сказано, что святитель Филарет Дроздов, подражатель преподобному Сергию Радонежскому в житии. А в молитве говорится о том, что святитель Филарет – это святитель, который был подобен 3 святителям, и Василию Великому, и Григорию Богослову, и Иоанну Златоустому. И это поистине так, потому что он изложил в катехизисе учение о православной церкви, основополагающие учения, на которых до сегодняшнего дня наша православная церковь имеет зиждется, и даст Бог и в дальнейшем, до тех пор, пока Господь не придет во второе свое славное пришествие. И, конечно же, дорогой отец, то есть владыка, дорогой Феодор, я желаю вам подражать святителю Филарету Московскому. Это действительно светлый ум. Когда было такое повсеместное угасание богословия в синодальный период, когда, казалось бы, уже много лет и не было и прославления великих святых, вот этот синодальный период, который можно назвать какой-то эпохой застоя, начало которой положил Петр I. И вот в это время появляется такой яркий светильник, как святитель Филарет Дроздов. Яркость его жизни, духовной жизни и святость дошла до сегодняшних дней. Желаю вам помощи Божией, желаю вам потрудиться в трудах, где Господь вам определит. Это и общецерковное послушание, которое вы сейчас несете, и, безусловно, епархиальное послушание, которое вы несете. Кафедра, любая кафедра, она нелегкая, она трудна,
И Аллаторская кафедра, она тоже благодатна, так же, как и все остальные. Но она и нелегка, конечно же. И приходится вам нести этот крест, и наши с вами общие предки, духовные предки, братья наши, которые были епископами алаторскими, викарными, и архиереи чебоксарские, которым мы подчинялись всегда после революции, после 1943 года, да будут для нас молитвенниками. И по их молитвам Господь укрепляет наши с вами силы на архиерейском служении. Благодарю вас, Господи. С праздником, дорогие мои! Да благословит и хранит вас всех Господь!